Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня последний день выходного. Ну, так, все равно, короче, дернули меня на работу. Решил съездить я в Сатал. Вот, там, в общем, прикол такой, сейчас расскажу. В общем, расскажу, что произошло. Позвонил человек, говорит, машина, говорит, не заводится. В общем, вызывали диагноста, сказал, что что-то проблема у него со свечами, не знаю. Я сейчас поеду делать свою диагностику, посмотрим, что там будет интересного. Взял с собой ноутбук, сейчас возьму с собой инструмент кое-какой необходимый, может что-то придется там все-таки открутить, подкрутить. Зарядное возьму с собой, ну и поеду, съезжу все-таки на выездную диагностику, посмотрим, что с тачкой не так. Я думаю, что проблема там либо что-то с форсунками, либо с катушкой какая-то байда. Может вообще дело мелочевое по электрике что-то. В общем, надо будет посмотреть. Поеду, прокачусь. Ставьте лайк. Лето будет вообще кайф. Поедем на выезд, посмотрим, что там с машинкой. Вот. Говорит, приезжал диагност, что-то там диагностировал, непонятно, говорит, свечкой проблема. Ну, ни из одной свечи же не может машина не заводиться. Бред какой-то. Что-то там полисе. Он говорит, заводишь машину, даешь газу, она глохнет сразу. Явно дело не в этом. Причин может масса быть там. Форсунки могут быть. Может быть топливный насос у него не давит нужное давление. Еще что-нибудь. Запросто может быть такое. Сейчас будем читать ошибки с помощью программы. Смотреть, что покажет. Дальше от этого отталкиваться. Вот. Что-то на выходные, пока я отдыхал, много машин сломалось в городе. И в основном почему-то фит-шаттл. Второй фит-шаттл девушка вчера ехала. Ошибка по аккумулятору. У нее загорелась лампочка. Говорит. Машина тоже встала где-то. Не едет. В общем, тоже нам должны ее вывезти. Через 300 метров на эвакуаторе. На 40. Тоже с этой машиной на неделе разбираться, наверное. А так, по обслуживанию записи есть. Будем делать тачки. Вообще круто, конечно. Так, сейчас начнем новый сезон. К нам пришел подъемник. Будем думать, как его поставить, куда поставить тоже. Такие вот дела. Развиваемся, не стоим на месте. За этот год много чего приобрели опыта. С роботизированными коробками научились работать. По хондам научились нормально работать. Поэтому не стоим на месте. Начинали с Toyota. Сейчас уже хочу перейти более-менее к Nissan. Разобраться в этих машинах тоже. В принципе, там ничего такого нету, как Toyota. Более сложный автомобиль по электронике. Он более сложен конструктивно в разборе. Ну и электроники слишком напичкано. А так, в принципе, машина как машина. Все то же самое. Все эти гибриды, они построены, в принципе, на одном. Ну, единственное, что Honda, она вообще... Конструкция Honda совсем по-другому собрана, этот гибрид. Они пришли почему-то к механической коробке передач, больше к роботизированной. Завязали все на этом роботе. И электромотор завязали, и все на свете на роботе у него. То есть, если коробка сломалась, это считай все, машина вышла из строя. Что не есть хорошо, конечно.
Toyota, она как-то более лояльна. То есть, если у нее коробка передач, ну, если у нее вышла из строя батарея, она тебя до дома довезет. Как-то она более надежно, что ли, сделана. Если у нее узел какой-то сломался, более-менее жизненно не сильно важный, ты до дома доедешь. Ну и даже если батарейка сломается, в ошибку уйдет, ничего страшного. Она перейдет в обычный режим автомобиль, как в обычный бензиновый, и будет ехать. Honda нет, Honda не прокатит такое. Honda, если сломался выжимной механизм, это надо его на эвакуатор вести до сервиса и разбираться с данной проблемой. Иначе, если этого не сделать, можно дров наколоть еще больше. Такие вот дела. Вот. Что я хочу сказать по гибридам. Ну а так у Honda узел коробки слабенький. Слабенький в том плане, что сальники постоянно у него почему-то начинают рассыхаться, бежать. Сальники очень слабые, это у них болезнь. И выжимной сам подшипник. Не вовремя не перемажешь, все, до свидания. А так, что еще? По Тойотам там дело все в батарейках. То есть люди, если не чистят, не следят за своей батареей, не чистят кулера, кулер работает, не работает, он даже не знает, ездит. Батарейка все время в перегреве, из-за этого начинает деградировать, уходить. Вот. Ну, а так там такие проблемы, как обслуживание чистое, ЕГР, заслонка, короче, все обыденное. Такие вот дела. У Ниссанов приколов побольше, конечно. У Ниссанов электроника, коробки, вариаторы не очень надежные, ломаются тоже часто. Что еще? Батарейки у них вроде ничего такие. Ну тоже влага попадает иногда, бывает, в узел батареечный. Это e-Power, Ниссаны, енотики страдают такой бедой. Ну, в принципе, АО кислый, где-то утопленник попадется. Такие проблемы могут быть. На этом, в принципе, все. А так, чисто, ну, конструктивно тачку очень тяжело разбирать. Особенно Nissan Енот и Power, это вообще там подкапотное пространство мелкое. Помпа сломалась, хрен доберешься. Надо вообще все снимать. Весь всю морду разбирать. Так что вот такие дела. В общем, едем, разбираемся. Такой вот автомобиль у нас, когда перебоит, цилиндрик какой-то как будто бы не работает. Вот этот цилиндр у тебя как будто не работает. Да. Я изменений никаких вообще. Ну-ка, давай попробуем этот, выдернем. По этой катушке 0. Ну вот, человеку запустил автомобиль, все работает. Получается, не работал у него второй цилиндр, приехал. Попробовали все, катушки попробовали, попеременяли местами, попробовали свечки, попеременяли. Дело не в свечках, не в катушках. Оказалось, дело либо в разъеме, либо что-то получилось с форсункой. Форсунка вообще не работала на втором цилиндре, вот это вот. В общем, разъем отключили, пошевелили. Все, обратно поставили, все заработало. Сейчас сбросили этот дроссельную заслонку, сбросили. Была грязная, 100% заедание, тоже почистили. Все поставили, сейчас она стоит, обучается у нас. И сейчас после этого обучим еще ротор электромотора. Ну и я думаю, все будет нормально работать.
Может, непонятно, что было с этой форсункой. Либо глюк поймала какой-то, либо что-то с ней самой не то. Говорит, уже не первый раз она у него ездит, все хорошо, потом резко бах и все. Ну, что-то случается. Может, с проводом. В общем, это надо уже, по идее, более углубленно проверять этот разъем. Главное, что мы выяснили, что суть в этом. И сейчас надо будет разъем этот либо проверить, либо форсунку надо будет проверить. Если еще раз такое будет, надо ковырять туда, в эту сторону. Вот, ну сейчас главное, машина заводная, она уже может добраться до сервиса, доехать. Как бы вот так вот, такие дела. Ставьте лайк, ребята. Ну, а я сейчас посмотрю, что там у нас по обучению. Оп. Вот стоит у нас, обучается компьютер. Пропусков по зажиганию 0. Вот здесь во втором цилиндре было почти 200 пропусков. Вот здесь вот. Так, что у нас по пробегу? 146 тысяч 128 километров пробег. Shuttle Fit, 13 год. Человек мучился, приезжал диагност, не помог, говорит, ну так чисто, говорит, сказал, типа, что проблема у него со свечками. На самом деле тут не в свечках дело было, абсолютно. Разбираемся, ребята, с данной машиной. Ставьте лайк. Ну а я поеду сейчас домой. Вот так вот, ребята, сделали машинку человеку. В общем-то, все хорошо. Дальше уже, если что-то будет с этой форсункой, уже надо будет обратить на нее внимание. Сделать надо будет либо провод посмотреть хорошенечко, снять коллектор уже впускной и разбираться с этой форсункой. А так нормально, вполне себе, как бы, весь результат. Приехал человек, тачку сделал. А так бывает, что приезжают, видите, деньги берут и толку мало. А когда есть результат, и деньги не жалко отдать, по большому счету. Так что все ставьте лайк, ребят, подписывайтесь на наш канал. Я домой поехал. Солнышко жарит вообще. Привезли мой подъемник. Сейчас будут разгружать. Сюда куда-нибудь будем ставить сейчас.